Мое имя означает, двоякое имеет значение. Одно это у нас есть, если дословно переводить слово «улан», это переводится как «продолжить», «продолжение». А еще второе, это есть у нас на Иссык-Куле озеро Иссык-Куль такой, и там ветер, и название ветра «улан» такое сильное, который камни аж переворачивает, такой сильный ветер. Ну, само название «Кыргыз». А когда после 17-го года, после революции, когда Кыргызская ССР стала автономной, вошла в состав Советского Союза, тогда и переименовали как под русский лад Киргизская ССР. И после этого пошло Киргиз. От этого и пошло Киргиз. А на самом деле сейчас уже перешли обратно на исконное название Кыргыз. Кыргызская республика Кыргызстан, Кыргызская республика. Кыргыз, ну, как бы она переводится как кырк воина, 40 воин, кырк. Мы приехали в Якутск в 2002 году, и первое время мы, если честно признаться, думали поработать годика 2-3 и уехать обратно на родину. Но у нас в 2005 году произошел переворот, поменялась власть у нас в Киргизии, и в стране политическая обстановка, ну, экономическая, все стало еще тяжелее, чем было. И мы решили уже окончательно остаться в Якутске, подали документы на получение российского гражданства, которое мы получили в 2006 году. И после этого мы начали искать работу по своей специальности. Мы с женой поженились в 90-м году. Мы с ней учились вместе в одном курсе, в одном факультете, на историческом факультете Киргизского национального университета. Дочери уже взрослые, старшая дочь уже замужем, у нее уже 2 детей. Они с ее мужем Нураком подарили нам 2 прекрасных внуков. В данное время они сейчас живут в Америке, штат Огайо. Младшая дочка у меня закончила в этом году федеральный университет в городе Владивостоке. В данное время готовит документы для продолжения учебы в магистратуре. Жена работает в Северо-Восточном федеральном университете, она кандидат исторических наук. Она защитилась по теме этнокультурные параллели народов Саха и кыргызов. У меня родители как бы партийными работниками были всю жизнь. У меня отец педагог, всю жизнь работал преподавателем. Больше 15, около 20 лет он был директором школы. Директором школы был. Мать у меня партийный работник. Она одна из немногих женщин в Киргизии, которые окончили высшую партийную школу. Больше, где-то около 18 лет проработала парторгом в совхозе, секретарем партийной ячейки. Так и они остались до конца жизни верны своим идеалам и воспитали нас в этом же духе советской воспитания, честности, верности. То, что я имею, я думаю, то, что у нас есть хорошее в нашей семье, они заложили вот родители. У нас в семье 7 родственных братьев, у меня 3 брата и 3 сестры. У нас в семье 7 человек. Я явным национализмом в Якутске я не сталкивался. Но самое, что мы с женой вот постоянно, мы прожили здесь 16 лет. За 16 лет, ну, бывают моменты такие непонятные, какие по работе именно, а вот на фоне национализма, на фоне именно дискриминации по национальному признаку, по вере в Якутске такого явно выраженного нет.
Это Якутск, это город, республика, где комфортно проживают и живут, работают люди разной национальности, разные конфессии. Я разговаривал с знакомыми, которые работают в других регионах, я не буду называть в каких регионах, но в других регионах России, но там явно выражены есть, в некоторых регионах, да, бывает. Я сам не сталкивался, но мне рассказывали, которые там живут и работают, что в некоторых моментах такие моменты есть. Так как я 10 лет проработал в киргизской милиции до приезда в Якутию, у меня было юридическое образование, и я решил восстановиться в органах внутренних дел. И тут есть момент, который надо немножко отметить, какую роль сыграл, что я опять начал восстанавливаться в органах внутренних дел. В этом сыграла большую роль спорт, то, что я занимался спортом. Я как приехал, я с детства занимаюсь, играю в волейбол. И по приезду в город Якутск я начал искать спортзалы, где играют в волейбол. Познакомился с людьми, которые тоже любят это дело. И 2003 года я в составе команды Сахамит Страх, Аргыс участвовал в соревнованиях, в фестивалях под эгидой Сахава. А вот эта медаль тоже памятная, она соревнование по пляжному волейболу, посвящен Дню физкультурников в 2007 году, где мы принимали участие, мы с моим одноклассником Майрамбеком принимали участие в этом турнире, и где мы заняли первое место. И в связи с тем, что мы принимали участие представители Киргизии, шутку назвали соревнования международными. Это мы получили кубок за первое место, и мой одноклассник Майрамбек повез этот кубок к нам на родину, в село Бакамбаево, где мы тренировались с ним в спортзале, и поставил туда, где она сейчас находится, в спортзале, где мы тренировались в детстве, в село Бакамбаево. И там я нашел единомышленников, там тоже были люди, которые работали в органах. Вот, и они, ну скажем так, один из них предложил мне, не попробовать ли, когда он узнал, что я работал в органах 10 лет, что у меня юридическое образование имеется, он предложил мне, ну дал толчок, что можно восстановиться и работать здесь. После чего я подал документы в отдел кадров. В 2006 году я начал восстанавливаться, и в 2007 году я восстановился в должности участкового уполномоченного инспектора полиции, милиции в то время еще было, в 3-й отдел полиции. В 3-м отделе полиции проработал 4 года. Там был очень хороший, прекрасный коллектив. Я очень рад, что работал с такими людьми. Был момент, когда я работал участковым, на улице Дзержинского жила одна бабушка, И когда я обходил участок, встретился с ней, разговорились мы с ней, и она оказалась, что она ветеран Великой Отечественной войны, участник. И она мне пожаловалась, что у нее в квартире жили квартиранты, и не заплатили ей, ну, для нее очень большую сумму по тем временам. И я начал искать этих людей, нашел, я их призвал к совести, что как можно так обмануть одинокую бабушку. И какими-то уговорами я добился того, чтобы они вернули деньги этой бабушке. И эта бабушка, она про меня в газету написала, ходатайствовала перед руководством о поощрении. Вот такой интересный случай произошел во время работы у меня участковым. Потом я перевелся в 4-й отдел полиции, тоже старшим участковым полиции проработал до 15 года. А потом волей судьбы пришлось поработать в Аймаконском районе начальником отделения УППДН, где я проработал 2,5 года.
где я познакомился с прекрасными людьми, которые живут на севере, в этом прекрасном месте, где полюс холода, где самое холодное место Земли. Я очень рад, что я поработал там. Потом короткое время проработал в Алайховском районе, поселке Чукурдах. А в данное время сейчас работаю в городе Якутске. Вкратце так. Но я бы не сказал, что в основном это криминалом занимаются мигранты. Но из-за того, что очень большое количество стало мигрантов, и то, что они являются иностранными гражданами, каждый случай как бы имеет резонансный оттенок. Ну, а на общем фоне преступности города, республики, я думаю, это небольшой показатель, результат. Просто из-за того, что иностранный граждан совершает особенно тяжкое преступление, это имеет такой большой резонанс, и правительство уделяет очень большое внимание к этому моменту. И от этого кажется, что, имеется в виду, что преступление совершают только иностранные граждане. Я бы тут не сказал, что какая-то национальность больше привержена к криминалу. Просто это все, криминал идет от того, что от воспитанности, от той среды, где воспитывался человек. Раньше при Союзе, имеется в виду, после Союза, там были какие-то принципы уважения к старшим, как бы придерживались все эти народные традиции. Но вот после 90-х, во время 90-х, после 90-х, когда пошел дикий рыночный период, эти все ценности как-то стерлись. Молодежь выросла сейчас новая, которая выросла без родителей. Имеется в виду, родители в России зарабатывали деньги, а дети в Киргизии у бабушек, у родственников, которые остались без присмотра. Вот они сейчас, я бы сказал, приезжают на новую среду, у них появляются какие-то деньги, какие-то моральные блага и независимость. И человек начинает чувствовать как бы свою вольность какие-то допускать. И от этой вольности, какие-то вольности допускать, потом переходит какую-то грань, и это уже становится преступником, я имею в виду. Начинается от мелких правонарушений, потом это все как бы проходит, и человек уже сам не замечает, как он совершает преступление. Он даже, я бы сказал, он даже не знает, что это поступок уголовно наказуемый. Он его совершает, не зная. Потом, когда его уже привлекают к уголовной ответственности, он понимает, что он совершил. Но уже тогда уже поздно. В принципе жизни это, как у всех людей, главные принципы: не убей, не укради, не лги. Также личные принципы – это никогда не сдаваться из всех ошибок, которые были совершены, делать выводы и применять в будущем в своей жизни. Стараемся придерживаться. Празднуем национальные праздники, вот Норуз, Аид, Орозаид. Стараемся готовить национальные блюда. Основное у нас национальное блюдо – это бишбармак. Бишбармак – это переводится как 5 пальцев. Ее готовят, например, то есть его едят руками, пальцами. И от этого идет название бишбармак. Бозу напитки такие есть, зярма, бозу, национальные напитки, которые с успехом здесь делаем, угощаем друг друга, родственники, знакомые. Живя в Аймяконе, видя такие красоты, такую природу, невозможно там не увлечься охотой, рыбалкой. Я там заразился этим вирусом охоты и рыбалки. В данное время, когда удается время, стараемся выехать с друзьями на охоту, на рыбалку. Это
такие увлечения, такое прекрасное занятие я приобрел в Баймаконе, живя там и работая. Особенности, то как бы радушие, гостеприимство народа, вот схожесть. Все-таки мы же киргизы, это народ Саха, кочевники, а кочевники, как бы у них своя культура, какие-то, все равно мы в корне были кочевниками, и та традиция, то, что было заложено в то время, передается нам, и я имею в виду в этом плане у нас очень много общего. Ну, Якутия для меня уже, я считаю, уже второй родиной. Как-никак прожили 16 лет, почти половину сознательной жизни я провел здесь, в Якутске. Все, что было в моей жизни, хорошее и плохое, все прошло в Якутии. У меня дети здесь выросли, окончили школу в Якутске. Мы, я считаю, достигли то, что мы хотели, и то, что нам не удавалось достичь у себя на родине, мы смогли здесь достичь. В работе. Жена защитилась кандидатскую свою здесь. Младшая дочка здесь окончила школу с золотой медалью. Ну, эти все условия были созданы здесь, в этом прекрасном республике. И хотел бы отметить, это все как бы все само собой. Никаких лишних за это никто никаких моральных благ не требует здесь. Вот это я хотел отметить в Якутске. Все, если все по закону положено, все это как бы здесь все в порядке вещей. Это все получаешь как бы то, что положено законом. Ну, я не хотел бы сказать, что у нас на родине так все плохо, но у нас все-таки Восток, восточные отношения там очень, как бы, сложные отношения там. Вот это я хотел отметить.